минувшее воскресенье для участия в товарищеских матчах по хоккею в Сибай в составе двух команд «Российская пресса» и «Комар» приехали звезды спорта, кино и телевидения России. В Ледовом дворце «Ирандык» у них состоялись хоккейные поединки со сборной предприятия «Газпром Трансгаз Уфа» и городским хоккейным клубом «Горняк». Организатором мероприятия стала компания «Газпром Трансгаз Уфа». Серия встреч под названием «Большой хоккей» в Сибае длилась в течение 2 дней – 19 и 20 февраля. Мы 2 раза в неделю ходим тренироваться сюда, на этот лед. И кроме того, что мы выступаем в корпоративной хоккейной лиге «Газпром Трансгаз Уфа», раз в год у нас наше общество проводит товарищеские встречи с командами «Российская пресса» и «Комар», которые уже стали традиционными. Вот в этом году нашему филиалу Сибайскому линейному производственному управлению удалось пригласить к себе в столицу Башкирского Зауралья таких звезд телевидения, хоккея и кино. В первый день пребывания в Сибае звездные гости посетили местные достопримечательности, дали мастер-класс для юных хоккеистов и провели автограф-сессию для сибайцев. Также прошли 2 товарищеских матча. Российская пресса обыграла наш хоккейный клуб «Горняк», а сборная предприятия «Газпром Трансгаз Уфа» уступила победу команде артистов «Комар». Во второй день прошли финальные игры. Заключительная встреча состоялась между командами «Российская пресса» и «Газпром Трансгаз Уфа». Как и накануне, трибуны Ледового дворца были переполнены зрителями. Ищет партнера. Прошла передача дальше. Уже острейший был угол, бросать было тяжело. В течение всей игры журналисты и газовики, чередуясь, проводили острые атаки по воротам друг друга. Вратари команд не успевали перевести дыхание, шайбы летели одна за другой. У каждой команды были свои болельщики, которые каждую попытку гола встречали криками и аплодисментами. За команду «Российская пресса» выступили ведущий Первого канала Антон Верницкий, комментатор телекомпании НТВ+, Денис Казанский, участник Олимпиад, заслуженный мастер спорта Евгений Лаленков, советский хоккеист, заслуженный тренер России, комментатор Сергей Гимаев, известный советский и российский хоккеист Александр Симак и другие. В течение 3 периодов хоккеисты обеих команд бесперерывно отбирали друг у друга шайбу, проводя фантастические атаки. Не менее эффектными были и стратегии защиты своих зон. По ходу матча возникало немало интересных моментов. Например, некоторые спортсмены пытались забить шайбу головой. Один бросок в ворота был настолько сильным и целеустремленным, что шайба чуть не улетела за пределы ледовой площадки. Судя по эмоциям зрителей и болельщиков, игра была захватывающей. Вплоть до конца 3-го периода команды шли наравне. Однако затем команда «Газпром Трансгаз Уфа» сумела вырваться вперед со счетом 6-5. Журналисты проводили атаки одну за другой, но вратарь газовиков не сдал позиции, каждый раз вовремя удерживая шайбу. За 20 секунд до конца матча его команде удалось окончательно закрепить успех, забив 7-й по счету гол. Таким образом, сборная предприятия одержала абсолютную победу в товарищеской встрече. Хоккейный клуб российской прессы в свою очередь выразил признательность победителям за красивую и яркую игру. Игра очень тяжелая получилась, неожиданно тяжелая, потому что мы, конечно, ожидали такого более легкого матча, честно говоря. Вот. Но, тем не менее, никак не удавалось собраться нам. И, конечно же, тут нельзя не отдать должное игрокам соперника, наших друзей. Они, конечно, показали очень хороший хоккей сегодня. Ну и, в общем, заслуженно победили. Конечно, хочется отметить вратаря, особенно. Ну и вся команда, конечно, молодцы. После окончания матча состоялось награждение участников спортивного праздника. Кроме того, отмечены лучшие игроки в различных номинациях. Глава администрации Сибая Халид Сулейманов поздравил всех с завершением соревновательных дней и вручил памятные подарки. Сами хоккеисты и их болельщики, юные воспитанники хоккейной секции и их родители, фанаты хоккея и простые зрители в восторге от проведенного мероприятия остались все. Хочу сказать огромное спасибо зрителям. Очень приятно видеть полные трибуны. Просто здорово. Очень хороший, теплый прием. Спасибо вам огромное. И удачи вам. Все супер. Данил Алибаев, Радмир Исангулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.